В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Петр Васильев. Здравствуйте, вот основные темы этого выпуска. Вскрытие реки Лены в пределах Ленского района ожидается 3-4 мая. За сутки ледоход в Иркутской области продвинулся на 34 километра. Ну а сам Ленский район активно готовится встречать ледоход. В райцентре завершили ремонт дамбы. Берег левый, берег правый. Свою работу в таком режиме уже активно ведут хивусы. Расскажем, сколько стоит переправиться в заречные районы. Повышение выплат летчикам и шахтерам, подача декларации НДФЛ и новые правила поступления на целевые места. Что еще изменится в жизни россиян с приходом мая? Ну а аналитики в преддверии Пасхи посчитали абсолютно все. Расскажем, во сколько в этом году обойдется кулич, яйца и другие атрибуты весеннего праздника. Вскрытие реки Лены в пределах Ленского района ожидается 3-4 мая. Расстояние от нижней кромки ледохода до границы Якутии составляет 350 километров. Сегодня активная фаза ледохода на реке Лене проходит на территории Иркутской области. За сутки ледоход продвинулся на 34 километра. 10-11 мая ледоход прогнозируют на территории Алекминского района, 14-16 на участке Покровский-Якутск-Кангаласы, 18-19 мая у Сангар, в последних числах мая в районе поселка Кюсюр. На всем протяжении реки Алдан отмечается подъем уровней воды в верхнем течении реки Амги, закраины, в нижнем вода на льду. На реках севера и северо-востока республики сохраняется зимний режим. Коллеги наши прогнозируют заторные явления по Лене, значит, традиционно это Ленский, Алекминский, Хангаласский, Намский обязательно. Устье реки Алдан – это на территории Ус-Алданского района. Значит, при образовании, ну и Колымская группа улусов. В среднем прогнозируют уровни, которые, значит, средне многолетним значением близкие по реке Лена, по Алдану, по всем почти водным объектам, кроме Колымы. Колыма, значит, они почти прогнозируют близкие к опасным отметкам. Тем временем в Якутии остались работать две ледовые переправы. Сегодня закрыли ледовую переправу через реку Стрекаловку в Жиганском районе по направлению Жиганский аэропорт. Ледовые переправы продолжают свою работу в Оленёкском и Верхнеколымском районах. Это переправа Оленёк-Хараялах через реку Оленёк до 30 тонн и Зырян-Казатон через реку Ясачную до 5 тонн. Напомню, за несанкционированный выезд на лед предусмотрена административная ответственность. Штраф для граждан составляет от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 20 до 30 тысяч рублей, для юридических от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. Ежегодно в период межсезонья, когда ледовая переправа уже закрыта, а навигация еще не открылась, единственным способом сообщения между Якутском и Заречьем остаются суда на воздушных подушках. Как в этом году организована их работа, расскажет мой коллега Александр Хавренко. Около 30 судов на воздушных подушках обеспечивают связь Якутска с Нижним Бестяхом. Цена на проезд осталась на уровне прошлого года – 2000 рублей за одного пассажира. В будние дни подушки ходят примерно раз в час 40 минут по мере заполнения. В выходные, когда пассажиропоток увеличивается и количество рейсов. Кроме перевозки пассажиров, суда обеспечивают и грузовое сообщение. Люди приходят и с кем-то договариваются там по телефону. Либо сами кто-то из людей подходит, и тут на берегу все обсуждают, в какой день, в какой час подходить. И все, о цене договариваются и едут. Сейчас тихо, но лед такой потихоньку тает. Погода позволяет ездить пока по льду. Хотелось бы подольше, хотя бы до июня. Ну как, где-то так. Пока катера наши не выйдут. По маршруту Якутск-Нижний Бестях перевозки организованы с причала Намыв в 202-м микрорайоне. Пока лед на реке Лена в районе Якутска стоит, перевозки на судах на воздушной подушке будут продолжаться. С первыми подвижками им на смену придут альтернативные виды перевозок. Видно то, что малые реки у нас уже, это Алекма, там и другие малые реки, которые попадают в реку Лена, они как бы более ранние сроки тоже скрываются. Поэтому будем наблюдать. Но перед межсезонья таких явлений, хочется пожелать, чтобы люди воздержались от перевозок, потому что тут будут привлечены аэроботы, другие суда, которые более приспособлены для выполнения
данных. И воздушное судно у нас тоже на готовности находится. Это полярная авиалиния, тоже Манятах. Маган тоже будут выполняться перевозки. В течение летнего сезона на причале будут вестись строительные работы. Будет возведен терминал и проложена асфальтированная дорога для удобства подвоза пассажиров. И перевозки в межсезонье станут еще более удобными и комфортными. Александр Хавренко, Иван Сорокаумов, Якутск. Ленск готов к пропуску паводковых вод. Все превентивные мероприятия проведены. Закончены работы и на гидротехническом сооружении дамба. Подрядчик провел ревизию 22 водопропускных сооружений. На местах, где образовались откосы, работала техника, производила отсыпку. В этом году подрядная организация при подготовке к ледоходу учла все проблемные вопросы, что возникли в прошлом. Напомню, что одна из заслонок во время половодья была приоткрыта, вследствие чего вода просочилась в город. Ревизия самой заслонки, смазка механизма, чтобы это все работало при необходимости. Вот. И в этом году мы мы сделаем, зафиксируем эти вентиля, чтобы, как в прошлом году не получилось, у нас в Мухтуе приоткрыли одну из заслонок, где запорные механизмы тоже отошли при этих действиях. И, конечно, даже закрыв заслонку, все равно вода просачивалась. Благо, что подрядчик у нас это ликвидировал в экстренном порядке вечером, ночью. В этом году мы постараемся зафиксировать все 22 заслонки для того, чтобы они у нас надежно отработали. В ночь на 2 мая на автозимнике по протоке реки Индигирки в 6 километрах от поселка Чукурдаха Лайховского района перевернулся снегоход. Водитель погиб от полученных травм. Установлено, что 35-летний водитель снегохода не справился с управлением. В результате транспортное средство с загруженной нартой опрокинулось. Водитель «Бурана» получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Перейдем к другим темам. Последний месяц весны для россиян традиционно начался с майских праздников, а еще и с ряда изменений в законах. Среди них повышение выплат летчикам и шахтерам, подача декларации НДФЛ и новые правила поступления на целевые места в вузах. Подробности знает Вероника Таюрская. В мае жителей России ждет ряд изменений. Подробнее смотрите далее. С 1 мая стартует бесплатная газификация садоводческих товариществ. Теперь при подаче заявления на газификацию от имени владельца участка или председателя товарищества газовые сети будут бесплатно проводить до границ участков. Будет совершен перерасчет пенсий бывшим членам летных экипажей гражданской авиации и работникам угольной промышленности. Так, за вредные условия труда будет выплачиваться дополнительная ежемесячная выплата к страховой пенсии по старости. Также повысится размер пенсии для людей старше 80 лет и инвалидов первой группы. Доплата составит 8134 рубля 88 копеек. С 1 мая началась блокировка продажи нелегальной и просроченной молочной продукции, а также питьевой воды. Также с этого дня вся молочная продукция подлежит обязательной маркировке. Отныне срок приобретения лекарств для детей, страдающих орфанными заболеваниями, сократится с 24 до 6 рабочих дней. Также с начала мая россияне могут совершать переводы между своими счетами на сумму до 30 миллионов рублей в месяц, не боясь комиссий. В таком случае банки не имеют права ограничивать размер или количество переводов в пределах этой суммы. Теперь подать документы по целевому обучению можно на одно направление. Кроме этого, заключить договоры на целевое обучение можно только после зачисления на срок не более 5 лет. Все заказчики целевого обучения будут публиковать свои предложения на портале «Работа в России». С 1 мая вырастет стоимость плодовой алкогольной продукции на винные и виноградосодержащие напитки, а также на игристое вино. Это связано с увеличением ставки акциза до 108 рублей за литр. С 3 мая вступают изменения в сфере защиты коммунальных должников от коллекторов. Так, лица, являющиеся наймодателями жилья по соцнайму, по договору социального использования, а также по договору найма государственного и муниципального жилья, защищены от коллекторов. Их долги не могут быть переданы в коллекторские фирмы. Вступает в силу и поручение президента России о пересдаче ЕГЭ. Отныне 11-классники имеют право на пересдачу по одному из предметов до начала приемной кампании в высших заведениях. Для пересдачи отведены резервные дни ЕГЭ. Это 4 и 5 июля.
С 4 мая прекращается назначение антибиотиков при ОРВИ. Кроме этого, с этого дня сократится и список инструментальных методов лечения при острых респираторных вирусных заболеваниях. С 6 мая вводится период, при котором клиенты негосударственных пенсионных фондов могут расторгнуть договоры, заключенные через агентов. Добавляются и дополнительные гарантии для клиентов при банкротстве негосударственных фондов. Кроме этого, фонды будут обязаны отражать результаты инвестирования денег клиента. С 15 мая родственники пропавших без вести будут сдавать ДНК. Храниться информация будет до установления местонахождения пропавшего человека, но не более 70 лет. С 31 мая вести бизнес в России станет проще. Будет создан единый реестр уведомлений о предпринимательской деятельности. Информация будет попадать автоматически. Отныне предпринимателям не нужно подавать информацию об изменении местонахождения предприятия, места деятельности или ее реорганизации, а также об изменении места жительства ИП. В Якутске на базе Центра высокоточной стрельбы «Сулус» будут готовить и снайперов. В скором времени запланирован набор первых курсантов. Об этом на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым сообщил руководитель Центра Герой России Александр Колесов. Центр построили, напомню, по поручению вице-премьера, полпреда президента России в ДВФО Юрия Трутнева. Сам полигон предназначен для подготовки высокоточников, снайперов, а также инструкторов для службы в зоне СВО. В Сулусе снайперы могут проходить подготовку по стрельбе на расстоянии до 4 километров. Сам полигон оснащен видеокамерами, мишенями, гонгами и строениями. Есть также и озеро, что позволяет отследить и впоследствии учитывать изменения траектории пули при полете над поверхностью воды. Глава дал оценку положительную, высокую, что работа идет. Мы вносим свою лепту в дело нашей общей победы. Вот. И основной упор мы сделали, обсудили организационные моменты. Национальная библиотека Якутии продолжает показ художественной выставки «Свои родные», посвященной героям Отечества, солдатам, медикам и волонтерам СВО. Выставка призывает почтить память погибших и выразить уважение живым защитникам Отечества. С ее экспонатами подробнее ознакомился мой коллега Аман Отов. В рамках патриотического часа сотрудники библиотеки показали студентам короткий видеоролик о суровых буднях наших военных. Ребята ознакомились с видеоинтервью ветеранов и членов семей участников СВО. Также на выставке были представлены книги о специальной военной операции, поэтика о войнах-героях, а также наградные документы и личные вещи участников. Трагичным, но в то же время сильным экспонатом выставки является серия художественных портретов павших на поле боя героев-солдат. Также у нас еще представлена художественная выставка. Студенты Якутского художественного училища нарисовали, написали за неделю всего 15 портретов павших бойцов с разных улусов. Патриотическое воспитание молодежи – залог успешного развития общества. Студенты после учебных занятий специально выкроили время для посещения выставки. Многие не понаслышке знают, что значит трудиться во благо своей родины. Я просто люблю посещать такого подобия выставки, мне это интересно. У меня прабабушка ветеран тыла, она родилась на той стороне реки. Она еще была молодой, лет 14-15, но всю войну она провела в тылу и работала на благо России. Да, я думаю, это важно, особенно это оказывает большое влияние на подрастающее поколение, чтобы они понимали и знали, уважали. Организаторы выставки, а именно автономная некоммерческая организация «Сердца солдатских матерей» совместно с сотрудниками библиотеки будут также проводить патриотические часы для школьников. Сама выставка будет проходить вплоть до конца мая, и каждый желающий может лично ее посетить. Аман Отов, Джилстан Иннокентьев, Якутск. Более 125 тысяч якутян приняли участие в общероссийском голосовании по отбору общественных территорий. Всего было представлено 67 проектов, претендующих на благоустройство за счет федеральных средств. Наиболее активно приняли участие жители Якутска, Нерюнгринского, Нюрбинского, Мирнинского и Ленского районов.
Напомню, с 15 марта по 30 апреля этого года на единой федеральной платформе 14.городсреда.ру прошло всероссийское онлайн-голосование по отбору общественных территорий для благоустройства. По итогам будет сформирован список приоритетных пространств, которые реализуют по федеральной программе формирования комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». И продолжая тему благоустройства, если театр начинается с вешалки, то обновление парка культуры и отдыха началось с ремонта входной арки. Бригада выполняет побелочные работы и еще устанавливает пандус. Одна из больших работ – это замена центрального дорожного полотна. На асфальтирование выделено 43 миллиона рублей. Ну а бригада организации «Горсвет» должны заменить опоры электрических сетей. Помимо этого в парке отремонтируют и аллею Осохая, и свадебную аллею. Такого масштабного ремонта столичный парк не видел последние 20 лет, и данный проект входит в мастер-план города Якутска. Тем временем основной объем ремонтных работ планируется завершить аккурат перед началом игр «Дети Азии». Покрытие асфальтного дорожек на 13 тысяч квадратных метров. Это у нас подрядчик выиграл. И будем до 15 июня заканчивать данные работы. И будут работы проведены по освещению. Сейчас у нас работают 3 бригады. Это у нас по арке, по асфальтированию и по освещению. Тем временем продажа билетов на церемонию открытия 8-х международных спортивных игр «Дети Азии» стартовала за 2 месяца до начала игр. 26 апреля на сайте yakutsk2024.org. На церемонии закрытия игр продажа билетов начнется за месяц, 26 мая. Старт продажи билетов на спортивные мероприятия запланирован на начало июня после формирования итогового спортивного расписания. В связи с годом семьи предусмотрены также и скидки для родителей многодетных семей с 3 и более детьми в размере 50%, ну а для семей с 5 и более детьми 100%. Продажа офлайн билетов начнется за 3 календарных дня до начала самих соревнований. Стоимость билетов на церемонии открытия и закрытия утверждена Организационным комитетом игр «Дети Азии» от 2000 до 3500 рублей. Также на сами соревнования стоимость билетов на квалификационные предварительные соревнования 100 рублей, на полуфиналы, финалы 200 рублей. Врачи Якутской республиканской офтальмологической больницы продолжают проведение обследования глаз у учащихся столичных школ и воспитанников детских садов. В этот раз целая бригада врачей с помощью высокотехнологичного оборудования проверили зрение не только у учеников Сахагимназии, но и учителей. О результатах осмотра и рекомендациях врачей расскажет Даяна Федорова. Охват обследования школьников и учителей Сахагимназии составил 100%. Один из учеников, Тускулан Тарабукин, на зрение не жалуется. Однако в столь юном возрасте понимает важность обследования. Если долго пользоваться гаджетами, то зрение ухудшается. Мне дали буклетик, советы для гимнастика для глаз, чтобы сохранить зрение. Если несколько лет назад в классе было всего пара учеников со сниженным зрением, то сейчас в некоторых учебных заведениях эта цифра увеличивается в несколько раз. По результатам осмотра у школьников Якутии наблюдается сниженное зрение. Процент варьируется от 70 до 90%. Подобное мероприятие имеет большое значение, так как все мы современные люди сидим в гаджетах, мы днями сидим в компьютерах, и самый главный орган – это наши глаза, поэтому мы их должны беречь, начиная с малых лет, прям с 7-6 лет. «Сохраним зрение детям». Именно под таким названием продолжается акция, которая стартовала еще в прошлом году. Проводят обследование глаз не только у школьников, но и воспитанников детского сада. С начала проекта окулисты посетили 7 школ и ряд детских садов. Осмотрено более 5000 детей. Все школы, где мы были, показали очень высокий процент сниженного зрения. У нас даже мы выезжали и в районы, и в пригород, и в Жатае, и в Намском районе были. Не только столичные школы смотрели. Процент скачет от 70 до 90% сниженного зрения у школьников.
Даже если нет видимых симптомов, дискомфорта и ухудшений зрения, специалисты рекомендуют вовремя посещать офтальмолога. Регулярные проверки позволят предотвратить осложнения, подобрать подходящий метод терапии, а также оценить эффективность коррекции. Даяна Федорова, Иван Сорокаумов, Якутск. Российские аналитики рассчитали индекс кулича. Так, согласно статистике, средняя цена на кулич с 10 по 23 апреля этого года составляла 243,5 рубля. Отмечается, что она выросла на 10%, а продажи на 197 по сравнению с периодом марта-апреля прошлого года. Россияне тем временем отдают предпочтение готовой продукции по традиционному рецепту, но вместе с тем в продаже можно встретить и веганские, и даже безглютеновые куличи. Федеральная антимонопольная служба России тем временем в преддверии Пасхи напомнила участникам рынка куриных яиц о запрете на необоснованное повышение цен. В случае снижения себестоимости яиц ведомство рекомендует производителям предусмотреть соответствующие изменения ценовой политики и соблюдать запрет на необоснованное повышение. Торговым сетям служба рекомендует в случае снижения отпускных цен поставщиками транслировать его конечным потребителям. В настоящее время стоимость куриных яиц в России продолжает снижаться. Так, по данным Росстата, на 1 числа апреля этого года они подешевели на 0,16%, ну а с начала года на 4,88%. Сегодня православные верующие отмечают Великий Чистый Четверг, Страстной недели. Каждый день считается великим, так как посвящен воспоминаниям последних земных дней Иисуса Христа. В Преображенском соборе Якутска после завершения божественной литургии архиепископ Роман совершил древний обряд чина омовения ног 12 священникам. Подробности расскажет Дарья Короленкова. По уставу Святой Церкви этот день является значимым событием. Обряд, повторяя сцену из Евангелия, когда Иисус Христос перед Тайной вечерей опоясался полотенцем и омыл ноги своим ученикам. Чин омовения ног совершается раз в году перед Пасхой в кафедральных соборах. Возглавляет его правящий архиерей. В конце этого действия сказал: если вы называете меня учителем, то и поступайте как ученики, проявляя любовь к ближним своим. Это смысл этого священного действия. И в Церкви Божией сегодня также совершался чин омовения ног. Он только что закончился, и прошел он, как всегда, трепетно, трогательно. Повторяя библейские события, 12 священников символизируют 12 апостолов. Слова, произносящиеся во время чина, дословно повторяют диалог между Христом и апостолом. А смысл этого омовения простой. Он призван символизировать смирение и служение ближнему. В народе этот день также называют чистым четвергом. Сегодня принято не только посещать храм для исповеди, но и проводить в порядок дом, начинать первые приготовления к праздничному столу. Ну а для прихожан этот праздник имеет особое значение. Этот день важен для верующих тем, что когда ты приходишь в церковь и стоишь службу, легче становится, очищаешься. Не настолько важно покаяние внешнее, насколько важно покаяние внутреннее. Сегодня большой праздник наш, Чистый четверг, к которому мы уже причастились, потому что это такой день очищения. По сложившейся традиции, во дни Великого Поста перед Пасхой в соборе и на окружающей его территории совершается генеральная уборка. Подходим ответственно, потому что для православного христианина праздник – это прежде всего напоминание о том, что было. А так как у нас праздники в основном связаны с Господом, с Богородицей, и мы, как православные, просто обязаны готовить Дом Божий к праздникам. Главный православный праздник Пасха в этом году выпадает на 5 мая. Традиционно в ночь на воскресенье практически во всех храмах Якутии пройдут праздничные богослужения. И тем же вечером в столице республики стартует традиционный пасхальный фестиваль «Золотые купола». Дарья Короленкова, Илья Сыромятников, Якутск. Таким увидели уходящий четверг наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире.